Benim familyam Bilim Karakolu. Ben 10 yıldan aşık Çıka Komparti Kirli'di. Turdak'ın Suali ismini, Hapsamak Masali isminin bir geçişteşken kişinin. Bu bağırın kutuktan görüp atsak, şayla emesin görüp atsak, kalıs bolmaya da. Bugünküle çağa kalgan partiyalardan bağırı, şayla o getodatları 10 yıldan beri orun oçak alıp kalgan, elbisine sıyıp kalgan partiyani getirmeye yatsa. Eğer de kıltığı olsa, kıyıkın tapsa, anda ede durgoya ediyorlar bu da. Çıkanday kıltık da yok, kıyışık da yok. Bunday tüzeli, cenele şu bireylerden kavalası oluyor da işte. Bekem karmak urpağın atalardı saklap gelgen orasın. Ardaktalıp törümüzde tul bolup aksakaldar bata berip kubansın. Ardaktalıp törümüzde tul bolup aksakaldar bata berip kubansın. Kırgızstan! Amina! Çeçim! Amina! Çeçim! Amina! Çeçim! Amina! Çeçim! Biz köpüz! Kırgızstan! Intımaktın beken ordunu, ıntımaktın beken birimdikkin beken, ıntımaktın beken ordunu. Bütün Шайнога! Удовлетворить, признать решение ЦИК от 3 сентября 2020 года об отказе регистрации списка кандидатов от политической партии Кыргызстан незаконным и отменить. Взыскать с ЦИК в пользу политической партии Кыргызстан сумму ранее уплаченной госкошлины в размере 700 сом. Решение суда вступает в законную силу с момента вынесения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд Кыргызской Республики в течение 3 календарных дней. Заседание закрыто. Свердловский районный суд. Это мнение административного человека. Спасибо. Спасибо, ура! Эми токтойбуз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кайдыгер эмес жарандар. Мына азыркы чечим бул бүтүн Кыргызстандын жеңиши эмес. Бул Кыргызстандын жарандарынын өзүнүн адамдык укугуна, өзүнүн шайлоочулук укугуна ээ болгондугу жеңиши. Бул Кыргызстандын көп нерсеге дәлел. Элден өткөн күч жок. Эл гана бийликтин бутагы. Элдин гана каалоосу аткарылышы керек. Бийликтин кандай бутагы болбосун, элдин каалоосу менен жүргөн гана бийлик күчтүү бийлик болот. Мына азыркы чечим дал ошол элдин каалоосун, элдин тилегин кайрадан элдин колуна кайтарып берди деген ишенимдебиз. Кыргызстандын жерлеринде, мына Россия аймагында, Казакстанда, Түркияда бардык жактан бизге телефон чалып атышат. Сыртта жүргөн биздин кыргыздар биз менен тилектеш экендигин, биз менен бирге экендигин билдирип отурушат. Мен сиздерге терең таазим этип рахмат айтам. Мына жерде 9 саат, 10 саат суу ичпей, тамак ичпей, өз укугубузду өзүбүз колдойбуз деп, биз кул эмеспиз. Biz adamız deyip durgan sizlerge ming rahmat. Kuday kalasa bütün Kırgızstan bul eldik partiya. Eldik partiya parlamentke girse, Jogorku Kengешке girse, mına ушундай болгон алешемдиктердин баарын токтотобуз деген ниет менен баратабыз. Biz ушул жол менен барабыз. Sebep mangdayыбызга ушул жолду жазган. Биз үчүн эң чоң кызмат
қасиетті Қырғызстанның елі үшін қызмат қылу. Біз мұны ечен деген жылдар бойы дәлелдеп келатабыз. Что будем делать? Что, пригласили, что ли? Более просторного нет зала, да? Можно мне пройти? Ну, по-моему, там еще даже сторону не приглашали еще. Да? У нас что-то всех подняли. Это может все подняли. Ну, знаете, что тот раз было очень сложно работать, потому что наши представители все звонили фактически рабочие. Нам было невозможно бумаги разложить. А наш юрист, он на трибуну свою папку положил, он не мог даже не воспользоваться, потому что трибуну отодвинута уже. По-моему, она переговорит вручную. Пока мы ожидаем вот этот технический вопрос, и сегодня мы с Тиком меняемся. Мы выглядим как просители, забились за эту трибуну. Сейчас старый Нет, есть 3 хороших очень зала на первом этаже. Но они принадлежат Свердловскому суду. Нельзя, да? Ну, наверное, можно в аренду взять. Я так понимаю, что это государственная собственность, а не собственность суда. Потому что такое количество народа. Вот, как я и предполагала, у них вкручено. Один как раз эти все провода по аудиовидеофильтру. Ну, когда мы вместо ЦИК заходим в это место, все-таки мы из ЦИК, это наше место, которое мы читаем. Да, вы можете, да? Или там принципиально важно? Просто мне принципиально важно, где бумаги разложить и работать. Меня же работа решила. Тогда? Да, а то они так нагло опоздали в тот раз. И первые зашли, а потом как будто они же стоят. Нет, не персональный журналист. Речь идет о суде. Я вот предлагаю вам воздержаться. Лучше журналист. У вас и так оператор. Да пусть лучше. Кстати говоря, вот у нас сейчас возникла дилемма. Смотрите, видеозапись на процессе происходит исключительно с разрешения суда, и в тот раз мы этот вопрос урегулировали. Аудиозапись, она не носит даже уведомительного характера. Каждый вправе делать аудиозаписи процесса для работы и вообще, да. В отношении аудиотрансляции кодекс не предусматривает никакой нормы. Да, ни запрета, ни разрешения. Единственное, уведомительный характер. Вот, не получение разрешения, а просто уведомительный характер. Об этом и как раз говорилось. Мы об этом и попросили, чтобы каждый журналист предупредил, что он оттуда и будет вести такую-то трансляцию. Если суд в самом начале этот вопрос задаст, я так думаю, ни один журналист не скроет. Да. Какому он изданию мы попросили журналистов, чтобы они представились и сказали, что они будут такую трансляцию вести. Все, хорошо. Даже когда на диктофон журналист пишет по процедуре, он же предупреждает, что он журналист из такой-то редакции на судебном заседании, неважно какое дело, что он будет вести аудиозапись. Согласитесь? Ваши коллеги тоже... В этом проблем нет, но просто мы, адвокаты, используем аудиозаписи для работы и всегда включаем без всяких уведомлений суда, потому что кодекс не предусматривает право суда запретить это. Но тут же речь идет о аудиотрансляции онлайн. Запрета-то нет? Запрета нет, но уведомить, предупредить. Хорошо, просто уведомление. Да. Девушка захотела.